Сухумская Брехаловка – место, где должен побывать каждый, кто приехал в Сухум. Туристы начинают свой день со знаменитого кофе на песке. Высокие гости приезжают сюда. Все делегации, чиновники, политики из России никогда не проходят мимо Брехаловки. Но для местных жителей это место еще более важное, так как здесь происходит обмен новостями, мнениями. Здесь каждый может высказать все, что он думает, поделиться какими-то своими творческими успехами. Мы сейчас пообщаемся с завсегдатаями Брехаловки, но не без повода. Сегодня у них здесь появились новые столы. Как раз за таким новым столом мы застали ветеранов за прослушиванием новой песни композитора Надара Кварчи. Песня посвящена Мукуаште. Закан Нанба говорит, что песня получилась удачной. Сейчас, вот видите, человек принес свою новую песню. Это композитор Кварчи, вы слышали, да, наверное. Вот мы послушали вместе. Дали оценку. Какая оценка? Хорошая песня. Нам понравилось. Новые столы завсегдатаям Брехаловки тоже нравятся. По словам Нанба, старые совсем потерлись, растрескались и стали шататься. Но они растрескались, знаете, и расшатались. Эти сделаны качественнее, помощнее. Здесь такие как раз и нужны. Я думаю, что человек, который сделал, насколько я знаю, это добросовестный человек, мастер своего дела. И думаю, что послужит еще на радость всем. А ведь многие проводят здесь долгие жаркие дни, обмениваясь новостями и мнениями. Это просто так, свободное такое место. Никаких сугубо политических. Прямо человек высказал то, что на душе. Никто тебе не обсуждает, никто тебе не осуждает, никто тебе... Понравилось? Кофе хорошо делают. Море, чистый воздух, все. Приятно, просто, как товарищи сказали, просто традиционно такое, приятное такое. И все почему-то тянут сюда. Подарок Брехаловке – подарок всему городу. По словам мэра столицы, эти столы – знак уважения к самым почетным жителям Сухума. Сергей Владимирович с уважением относится ко всему нашему населению, в том числе и к старшему поколению. Он тут неоднократно с ними встречался, общался, и вот он решил такой подарок от себя сделать. Мы вчера привезли, все столы расставили. По аналогии существующих он попросил повторить. Вот такой подарок привезли и установили. Эти столы и стулья своими руками сделал Василий Аруха в небольшом цеху. В основном он занимается изготовлением музыкальных инструментов, но за эту работу он взялся с особой радостью. Раньше на Брехаловке не было табуреток, теперь есть. Это позволит занимать столы большим компаниям. Как говорит главная бариста Брехаловки Лариса Маршания, стулья придется особенно беречь, чтобы не унесли. Я думаю, что эти стулья все-таки будем уносить. Я думаю, да. Да, потому что ночью оставлять. Ну, это мое предположение, конечно. Стулья-то, видите, какие. Как говорит Лариса, изменения сегодня чувствуются не только на Брехаловке. Ну, вот смотри, Мария, как не чувствовать? Аэропорт открытый, правильно? За столько лет, так? Вот сейчас мост вот этот наш будут делать. Видите, вот уже проект идет. И людей побольше наших. Сейчас, конечно, сезон чуть-чуть как-то тормознул, чуть-чуть. Но все равно вот что-то, дороги меняются. Куда там мы все равно идем вперед. Как говорят туристы, Брехаловка – самая душевная кофейня в Сухуме. Здесь можно почувствовать дух города, окунуться в его неспешный ритм, почувствовать себя местным жителем. Очень колоритное место, очень интересные люди. Много знают про свой город, любят свой город безумно. Каждый готов помочь. Нам это очень понравилось. Очень отзывчивый народ. Вот хозяйка этого замечательного заведения, Лариса, вот мы с ней сейчас уже как родня. То есть мы приходим сюда как к себе домой, как в гости близкому человеку. Хотя вот знаем друг друга несколько дней буквально. И семья. А местные жители хотели бы, чтобы Брехаловка продолжала идти в ногу со временем и не отставала в стиле. Ну, общий дизайн вот этого места надо по-другому как-то отнестись. Это надо архитекторы, чтобы посмотрели. Они, я думаю, решат. Уже это как-то устарело. Как говорит мэр столицы и сотрудники кафе, навес тоже изменится. Новые столы – начало обновления и Брехаловки, и всей набережной. Марьяна Котова, Сосрык Вагухава, Абаза ТВ.